Не верю тем, чьи никогда глаза печалью не туманятся. Я знаю, плачет и вода пред тем, как льдом она затянется. Река грустит, как мы с тобой, хотя и знай, все изменится. Растает лед, и вновь листвой ольха на берегу оденется. Без грусти лист не упадет, без боли веткой сломается, без тяжких мук не тает лед, и льдом трава не покрывается. Умение жить и не страдать — благое свойство не любившего заботой согнутую мать и брата своего погибшего. Не станет людям веселей от показного молодечества. Легко любить все человечество, соседа полюбить суметь. История Северного Кавказа во все века и эпохи многолика и всегда едина. Привычные с юности определения авторов «гора народов», «гора языков», «скифская дорога» отражали реальную ситуацию. На Северном Кавказе представлены народы и племена трех основных языковых групп. Тюркоязычные, это кумыки, балкарцы, карачаевцы, нагайцы, конечно же, кавказоязычные, и ираноязычные, это осетины. Все эти народы долгое время жили плечом к плечу, а часто жили через полосы. Миграции, перемещения с места на место приводили к тому, что у этих народов зачастую не было стабильной этнической территории. Не было единых государственных образований, которые бы определяли границы. Вот почему изучение истории народов Северного Кавказа всегда ставит большие проблемы. И сегодня эти проблемы волнуют не только науку. Они волнуют и наших современников. Они играют свою роль в идейно-воспитательном смысле. Но ведь если бы все было только в горцах, на Тереке есть терские и гребенские казаки, на Кубани кубанские казаки. Это феномен. Это не просто старожильческое, как мы говорим, восточнославянское население в наших краях. Это те люди, которые на протяжении нескольких веков находились в теснейших контактах с горскими и степными народами. Восприняли от них много культурных элементов, передали им свое, синтезировали их. И они тоже являются неотъемлемой частью северокавказской панорамы. Изучая историю этого региона, мы ни в коем случае не можем забывать о них. Точно так же, как и о русских поселенцах более поздних эпох, уже конца XVIII-XIX века. Михаил Юрьевич Лермонтов в своем очерке «Кавказец», давая портрет русскому офицеру, который 20 или 30 лет прожил на Северном Кавказе, характеризует его так. Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское. В самом деле невозможно себе представить человека, который бы жил вот в этой полиэтничной многонациональной панораме и не испытывал бы ее воздействия на себя. История Кавказа полна всевозможных драм. И история русско-северокавказских отношений тоже не исключение. В конце концов, можно всю эту историю свести только к одним кровопролитиям, схваткам, сражениям, которых было очень много. Ведь до сего дня мои земляки порой обижаются, говоря, что Лермонтов написал «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Это не Лермонтов, это казачья колыбельная песня той поры, когда царизму удалось рассорить казаков с горцами. Но ведь у того же Лермонтова взять Измаил-бей, описание уже горских аулов, у колыбелей юных матерей пугают русским именем детей. Да, сквозь все драмы, сквозь все невзгоды и столкновения пробивало себе дорогу миролюбие, дружелюбие, склонность к взаимным контактам, склонность к усвоению элементов перспективных культур. Вот именно это взаимообогащение питало развитие наших народов по пути исторического прогресса. Именно это многовековое, трудное, противоречивое совместничество, как говорили в документах XVIII века, привело к тому, что многие народы Северного Кавказа вошли в состав России,
Причем вошли добровольно. Были народы, которые были покорены, завоеваны, отошли к России в результате международных договоров. И вот только вся панорама во всей ее сложности, многозвучности, многогранности может дать нам понимание того, как же состоялось русско-кавказское историко-государственное единство. То единство, которое и питало развитие наших народов вплоть до победы в Великой Октябрьской социалистической революции. Положение иное в автономных республиках и областях, входящих в Российскую Федерацию. Для них родной язык обязательно должен совмещаться с русским. Они обязательно должны быть двуязычны. Потому что есть сферы, в которых применение родного языка, вот в условиях автономных республик и областей, просто нерационально и не дает ничего положительного. Наоборот, создает массу неудобств. Я имею в виду административную сферу, государственную сферу, вот, всякие там вот, официальные бумаги и так далее. Они должны быть, несомненно, на том языке, который для Российской Федерации является государственным, то есть на русском языке. Но есть сферы, в которые родной язык может свободно обслуживать. Это сферы вот, литературы, радио, телевидения. Вот во всех этих областях родной язык вполне может наряду с русским языком выполнять свои функции. Вот я говорил, что надо вести пропаганду, чтобы в семье господствовал родной язык. Чтобы родители в этом отношении чувствовали свою ответственность, чувствовали, что они отвечают за судьбу родного языка. Потому что если они не будут говорить дома с детьми на родном языке, то они этим постепенно, так сказать, сводят на нет функцию родного языка. И когда говорят, что двуязычие затруднительно, что приходится выбирать между родным языком и русским, это совершенно неверно. Совершенно неверно. Я вот на своем опыте могу сказать, что я с детства был двуязычным. Дома я слышал только родную речь, а вне дома только русскую, и оба языка как-то в меня вошли. И вообще это неверно, что будто бы двуязычие представляет какие-то трудности. Вот в прошлом веке русское дворянство сплошь было двуязычным. То есть они все владели русским языком и плюс еще обычно французским. И нет никаких указаний, чтобы это им повредило в каком-либо отношении. Нет никаких указаний, что Тургенев и Толстой пострадали от того, что они владели двумя языками.
Я высказываю в том смысле, что до 4 класса, до 4 надо все преподавание на родном языке. Но начиная с 4 уже переходить на русский язык. Вот моя такая точка зрения. Я не согласен с теми, которые находят возможным и нужным до 9 класса все преподавание вести на родном языке. Я с этим не согласен. Такие вот дети, которые до 9 класса не усваивают как следует русского языка, они будут чувствовать себя дефективными, я бы сказал. То есть им будет трудно жить. Трудно жить. Я повторяю, это не роскошь. Для нас это не роскошь, это необходимость. 2 языка для нас не роскошь, а необходимость. Я постоянно это повторяю. Вот для этих дворян, о которых я вам говорил, для них, может быть, французский язык был роскошью. То есть они могли не знать его вообще-то, в принципе. Но для нас это не роскошь, это наша насущная необходимость. Прекрасный пример вот Коста Хетагур. Он родился в ауле, где слышал только родную речь. Но когда он вырвался из своего родного ущелья на простор, побывал в России, работал в Ставрополе и так далее, в него вошел и русский язык. И он в совершенстве овладел обоими языками и писал свободно прекрасные произведения и на осетинском, и на русском. Когда речь идет о национально-русском двуязычии, и начинаешь об этом размышлять на родине Коста, то, естественно, думать, что его творческий опыт входит в круг твоих размышлений. Мне сама формула двуязычия, честно говоря, не нравится. И не нравится вот почему. Безусловно, двуязычие, даже троязычие, даже четырехязычие – это благо, а не пагуба. Но дело-то вот в чем. Сама формула двуязычия позволяет различные толкования. И мы хорошо знаем, что как только есть возможность у любого чиновничьего бюрократического аппарата двоякого или троякого толкования, он всегда толкует его в худшую сторону. Любой лингвист вам может сказать, что двуязычие есть форма перехода к одноязычию. Чиновник от школьного образования, от просвещения, он хотя бы и молча, но все-таки будет понимать именно так, что это форма перехода к одному языку, а не правильное и справедливое совмещение функций 2 языков в сердце и в сознании одного человека. Мне могут возразить, что а вот Коста Хетагуров, он писал на 2 языках. Во-первых, Коста Хетагуров, несмотря на то, что он был великим поэтом, и русские требовательные исследователи, поэты говорят, что и на русском он прекрасно писал. Тем не менее, все признают, что гений Коста все-таки выразился наиболее полно, наиболее ясно и четко все-таки в осетинских стихотворениях. То есть понятие двуязычия, права и обязанности, функции национального языка и русского языка должны совмещаться в такой форме, чтобы, готовясь к двуязычию, человек мог общаться со всеми народами нашей страны на русском языке и на том уровне межнационального общения, который он призван по своей специальности, по своей деятельности. Глазами восхищенными подолгу
На гордый Каспий я смотрел не раз. В нем речка из аула, встретив Волгу, навеки с ней судьбой своей слилась. И волжские прославленные воды ее могучей сделали. И вот она качает в споре пароходы, и рыбаков на промысел зовет, друзья мои. С Куры, Самура, Сожа живем мы с вами в легендарный век. И разве судьбы наши не похожи на судьбы этих встретившихся рек? В наше время мы привыкли заполнять разные анкеты. Сколько я их заполнил на своем веку. Ни в одной анкете не встретил я вопрос о любви к родине, но это вовсе не означает, что такой любви не существует на земле. С другой стороны, мало написать в анкете гражданин СССР. Надо им быть. Мало написать член КПСС. Надо им быть. Мало написать родной язык аварский. Надо, чтобы этот язык был действительно родным. Надо иметь мужество ему не изменять. Для меня языки народов как реки на земле, как звезды на небе. Я не хочу, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. А пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя звезда. Я люблю свою звезду, мой родной аварский язык. Наши песни! Хэча! Дом родной мой выше гор, он дороже мне всего. Небо синего простор, крыша дома моего. А в горах ручьев и речек много, в ручьях и речках чистая вода. И бродят по крутым дорогам отары туч и облаков стада. Не обязательно физику знать. Когда ученик физики, когда ученик химии, кибернетики, математики, не обязательно знать, какой нации это автор этой книги принадлежит. Откуда он, с какой селения, откуда он пришел, о нем ничего не знает. Ну, поэзия совсем другие законы. Если поэт не будет знать, через поэзию не будет знать, откуда поэт, откуда он пришел, что сказать пришел, на каком языке он пишет, это уже не поэт. Поэзия бывает очень дорого, колебельная, родниковая, и, следовательно, национальное начало. Поэзия бывает наследственная любовь, это язык, нация, и приобретенная любовь, это те события, то, что есть, происходит в мире. Без это две любви. У нас стоязычная литература, но это поэт, но это стоязычный, он не только за свой язык отвечает сейчас, за нашу страну, за планету, за нашу правду. Правда одна у нас. За нее он отвечает перед всем миром. Это его делает взрослым и солидным. Нас никто не обязывает быть великими, но мы должны, поэт должен быть взрослым человеком, взрослым. Мельчать, маленьким быть ему не позволено. Потому что великая страна требует не совершать мелкие поступки. Национальное начало. Чем много красочный букет, тем лучше. В лесу бывают маленькие и большие дерева, но лес бывает от этого лучше. И большие и маленькие звезды украшают наше небо. Но небо у нас общее. Поэзия, а форма выражения. Прежде всего национальная форма, потом индивидуальная форма каждого поэта, индивидуальность каждого поэта должен быть отдельно. Если друг друга будем подражать, если напишите все на одном языке, это будет однообразие. Однообразие. Отрубленную вижу голову, и боевые слышу гулы, а кровь течет по камню голому через немирные аулы. И сабли, что скалы точены, взлетают видевшие виды и скачут вдоль
крутой обочины, Кавказу верные мюриды. Спросил я голову кровавую: ты чья была? Скажи на милость. И как, увенчанная славою, в чужих руках ты очутилась? И слышу вдруг: скрывать мне нечего. Я голова Хаджи Мурата, и потому скатилась с плеч его, что заблудилась я когда-то. Дорогу избрала не лучшую. Виной всему мой нрав тщеславный. Смотрю на голову заблудшую, что в схватке срублена неравной. Тропинками сквозь даль простертыми, в горах рожденные мужчины должны живыми или мертвыми мы возвращаться на вершины. Вспомните, как относился Пушкин, как относился Лермонтов, как относился Толстой, эти столпы русского духа к Кавказу, к самому многонациональному региону нашей страны. Ведь они всегда видели и чеченца, и в Ингуше, и в Осетине, и в Грузине, и в Калмыкии не только человека, но гражданина России. Строки великие Пушкина: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Почему он перечислил народы самые малочисленные, самые незначительные вроде бы? Да потому что в каждом этом народе Пушкин с высоты своего гения видел часть русского многонационального государства и хотел быть читаемым ими, а может быть и почитаемыми ими, так же, как и русскими, как и украинцами, как и другими народами. И когда мы сейчас в наши дни говорим о том, что национальный вопрос назрел, мы говорим о необходимости поднятия этого вопроса до уровня ленинского понимания, для которого действительно все народы были равны и в отношении духовном, и во всех других отношениях. Нельзя говорить: вот Осетия малый народ, за 70 лет Осетия не созрела до того, чтобы Осетия могла править, осетин мог решать осетинские национальные вопросы. Ну, так же, как и калмыцкая, как и прочее. Ибо еще на заре советской власти Ленин говорил так, в обращении к братьям калмыкам, он писал: для того, чтобы привлечь как можно больше самих калмыков к строительству калмыцкой жизни, Совет народных комиссаров России считает необходимым амнистировать интеллигентов калмыцких, которые находятся в белогвардейском стане, и привлечь на свою сторону. Так Ленин ставил вопрос и решал. Буквально во всех наших республик
у всех народов выросло национальное самосознание. Национальное самосознание. И вот, кстати, другой причиной вот появления различных социальных и национальных негативов является как раз вот этот возросший уровень национального самосознания, который где-то входит в противоречие со сложившимися традициями, условиями реализации запросов, интересов этого национального самосознания. Да. Так вот, мы немножко отстали в своей практике организационной, удовлетворения национальных интересов, запросов. Мы отстали от этого уровня выросшего национального самосознания. Сходные явления, видимо, есть в любом регионе. Но однозначно, скажем, ко всем народам подойти нельзя. Потому что есть у нас и такие народы, которые были ущемлены в своем национальном развитии. Более того, с этими народами, я думаю, что это можно вполне ответственно говорить, поступили в высшей степени безобразно и несправедливо, выселив из-за провинности отдельных представителей этих народов, выселив целые народы. И естественно, что национальное самосознание этих народов вот в определенный период времени, развитие национального самосознания этих народов тормозилось. Иногда говорят, это было 12 лет, а потом республики были восстановлены. Если бы речь шла только о 12 годах, понадобилось 15, а может быть даже и все 20 лет для того, чтобы восстановить исторические кадры, для того, чтобы выйти снова на передовые рубежи науки. Но ведь и эти-то годы воспитания национальных кадров интеллигенции, они выпали как раз на те годы, которые мы называем годами застоя, с ее однобоким подходом к истории, с ее тем историческим презентизмом, о котором говорили наши зарубежные критики, кстати, часто, когда историческая наука была льстивая, подарочная, такая лубочная, я бы даже сказал. Вот, наверное, для того, чтобы в какой-то мере содействовать объективному пониманию исторической науки на Северном Кавказе, и создана единственная в регионе и во всем Союзе межвузовская кафедра истории народов Северного Кавказа на базе Чжангурского государственного университета имени Льва Николаевича Толстого. По замыслу эта кафедра должна обеспечить все вузы в начале республики, а затем, может быть, и на региональном уровне, все вузы гуманитарными курсами, чтобы на всех факультетах, независимо инженеры или врачи, это педагоги, люди узнали бы основы истории нашего многонационального региона. Кафедра существует всего год. И я полагаю, что вот именно задача главная работы нашей кафедры состоит в том, чтобы мы помогли людям не просто узнать, но и нравственно сопережить сложные уроки исторического процесса у многонационального Северного Кавказа. Я целиком и полностью принимаю политику сегодняшнего дня только потому, что эта политика, она по сердцу мне, по душе мне. Я человек, который просидел 10 лет в сталинских тюрьмах и лагерях, не боясь тогда, сказав о том, что это есть палачество, и сейчас бы не убоялся сказать, если бы не было так. То, что делается сейчас, это как раз и есть поистине ленинское, поистине и потому человеческое решение вопроса. Человек не виновен за то, что он кем-то родился, калмыком, осетином, грузином, армянином. Нет. Он как бы палитру человечества обогащает, рождаясь тем или другим, даже цветом своих волос. Но по духу все они одинаковы, равны все. И потому другой политики национальной, более приемлемой не существует. Альтернативы национальной политики истинно ленинской, истинно марксистской нет. Если бы эта трагедия случилась бы и так бы, скажем, просто был выслан народ, это бы еще полбеды. Но связано, эта трагедия передалась и на искусство, и на традиции, и особенно вот в театре. В театре в данное время, вот мое поколение, уже старшее поколение. Ушли все старшие, потому что жизнь она трудная была, на то поколение легло большое.
все эти болячки выявились, и их среди нас, старшего поколения, нет этих актеров. Мы теперь, самое старшее поколение, должны сами себе придумывать, скажем, те писатели или те вещи, написанные драматические, они тоже потеряны вместе с теми же писателями расстрелянными. Молодые писатели, те, которые не видели, не выстрадали, только понаслышке. Об этом говорить запрещалось, об этом писать-то вообще нельзя было. Первое приглашение Северо-Осетинской студии телевизионных фильмов «Костры на башнях», где я сыграл Ингуша Шабулата. Послушай, Осетин, как тебе не стыдно? Где ты накосил эту траву? А там, где косил мой дед, мой отец. Там, где буду косить я, мои дети, внуки. Понял? Ингуш. Ну ладно. Значит, ты последний из вашего рода, кто косил дитя. Ну, что дало? В общем-то, я начал сниматься в Северной Осетии. Для меня-то, в общем-то, она явилась школой. Потому что рядом находились такие мастера, как Владимир Васильевич Тапсаев, как Коста Асланов, Кола Саламов, Бибо Батаев. Было у кого учиться. Я всегда удивляюсь, почему-то меня никто не агитирует дружить с грузинами, с нашими южными братьями или с нашими северными братьями, кабардинцами и русскими. А почему-то именно меня надо агитировать дружить с Чечено-Ингушетией. Почему? Испокон века два наших народа жили рядом. Были добрыми соседями, а, как известно, у соседей могут быть и распри, могут и недомолвки, могут какие-то там конфликты. Но как добрые соседи, разрешите уладить эти конфликты им самим. Был прекрасный обычай у наших народов – куначество. На основе этого куначества дружили народы наши. У нас были обмены детьми нашими. Куначество – это один из этих элементов, деталей, когда присылали к нам ингушских мальчиков, чтобы они узнавали осетинский язык. И мы также посылали наших детей к нашим кунакам, чтобы изучали языки, нравы и обычаи народов. И таким образом укреплялось взаимопроникновение этих двух народов. Но когда мы перегибаем и начинаем агитировать, дружить, именно, то это вызывает какое-то подозрение, простите меня. Это вызывает пересолы. А пересол, как известно, вызывает жажду. И начинаются перипетии непонятные. Вот я помню, когда наши старики в театре, на основе вот этого куначества, дружбы отдельных людей, отдельных наших актеров, Владимира Васильевича Тхапсаева, Коста Асланова, Царукаева, дружили с актерами других наших северокавказских театров. Мы обменивались однодневными спектаклями, гастролями. Допустим, мы приезжаем сегодня вечером в Грозный, играем наш спектакль осетинский и тут же возвращаемся. Ну, правда, не тут же, это заканчивалось каким-то вообще проявлением дружбы, эмоциональным проявлением. И застолье было, чего скрывать. И приглашение друг к другу. Ну, на следующий день мы возвращались. Мы побывали в гостях. Я считаю, что вот этими элементами нужно укреплять дружбу. Обмены спектаклей, обмены выставками. На Ленфильме, когда мы готовились к съемкам в «Черных песках», встал вопрос о герое. Уже режиссер запутался, кого он хочет снимать. А я ясно видел, что ему нужен такой актер, как Дагун Умаев. Я настоятельно рекомендовал, чтобы он пригласил Дагуна, посмотрел бы его просто. Он говорит: нет, не хочу, я уже запутался, не хочу ни с кем больше связываться. А Дагуна мы вызвали, он приехал, и когда он его увидел, Искандер Хамраев,
он в него влюбился как в актера, как в человека. Но в Дагуна невозможно не влюбиться. Он действительно очень обаятельный человек и чудесный актер. Я-то был мальчиком, но все-таки помню. Помню вот большой барак, и не было ни окон, ни дверей. Мороз доходил, наверное, доходил, сейчас говорят, а так холодно было. Есть до 50 градусов доходили. Мы в Восточном Казахстане находились. Но у нас дров не было. Вот как-то мы всей семьей собирались, вот вокруг несколько там дровишек, и там кучки вот так вот. У кого что накинуть, там, может, мешок какой-нибудь или что-то просто. Вот каждое утром заходил казак вот с длинной бородой, казах. И вот так он делал. И сани у него были. На санях он от нас кого-то вытягивал, лежачий. И вот загружал на сани и увозил. Я думаю, куда он всегда везет? И это было ежедневно. Оказывается, он мертвых увозил. Те, кто от холода, от голода. А у самих у нас не было сил, чтобы поднять, там, похоронить, отнести, вынести. Не было. Вот местные жители, казахи, знают, что у меня там же умер отец. Шили мне рубашку. Я всю жизнь мечтал о валенках. И так и не заимел валенки. Приехал домой на родину без валенок. Но здесь они не нужны были. В 1956 году, сразу после реабилитации нашего народа, наша семья первой приехала в Кабардино-Балкарию. И мы поехали сразу же в свое селение Эльбрус, расположенное под Эльбрусом. И я помню, как тепло, хорошо встречали нас кабардинцы, сваны. Тогда при Эльбрусе была присоединена Грузия, и жили сваны в нашем селении. Я в том году не смог сразу поступить в университет, не успел, и стал работать в Эльбрусской высокогорной комплексной экспедиции, которую создали ученые выдающиеся, это Иоффе и Вавилов. А в то время, когда мы приехали, этой экспедицией руководил герой Советского Союза, папанинец, академик Федоров Евгений Константинович. После этого я поступил в университет, с отличием кончил 3 факультета и защитил 3 диссертации. И, в общем, работая в этом институте, дошел до должности директора института, и вот уже 12 лет я директор этого института. Наш институт сейчас является головным институтом по борьбе с вредными стихийными бедствиями. Различные филиалы, экспедиции, станции у нас находятся в различных районах Северного Кавказа. Мы контактируем с учеными из Средней Азии, Молдавии, Москвы. К нам приезжают часто иностранцы, и мы многие страны ездим. И считаем, что вот такие деловые контакты, они получают доверие между народами как внутри страны, так и зарубежными странами. Высылали тогда и кто сильно воевал и сильно тяготел к советской власти, выслали тогда всех поголовно. И родителей героев Советского Союза, и родителей офицеров, которые в это время успешно, героически боролись с немецкими фашистами. Выслали и революционеров, которые делали здесь революцию, советскую власть устанавливали. В общем, всех поголовно выслали. И там в те времена, конечно, и казахский народ, и киргизский народ, куда нас выслали, тоже сами жили очень плохо. Но несмотря на это, они нас приютили, они нас хорошо встретили. И для меня, например, Киргизия является второй родиной, а киргизы как мои родные, как мои родственники. Он переживал
судьбу своего народа, как может это переживать большой поэт большого эмоционального накала. Но озлобленности в нем не было. Этого не было. Он был человеком высокой культуры, большой выдержки. И я думаю, что вот как раз вот эта выдержка и глубокое уважение к другим народам, это как раз то, что необходимо нам, каждому из нас, для того, чтобы правильно определить свое отношение к другим народам. Мне довелось встретиться с Кайсыном Кулиевым в разгар боев под Сталинградом. Так началась наша встреча, и потом она не прерывалась до самого Севастополя, где он был и ранен. И он до этого, до ранения прибежал ко мне и говорит: на, вот, читай, ты видишь. Я прочитал то, что пишет ему его родственник, и понял, что глубокие изменения происходят на нашей родине. И потом, когда мы расстались с ним, мы переписывались на эту тему, и он, как болгарец, должен был последовать по следам своих соплеменников, своего народа, иначе он и не мог поступить. И судьбы наши, тем не менее, переплетались вплотную в течение очень многих лет. В его судьбе, я думаю, отразилась вся судьба его народа. Не бойся, эти камни стали от горя черными на всем пути. Молчат, как будто от беды устали, и слова трудно им произнести. Иду средь белых скал и средь развалин домов, старинных башен крепостных. Вид очагов погасших так печален, а ведь они горели для живых. Прежде всего, самые передовые люди, народы пострадали, интеллигенты все. Народ выселили, а большинство цвет нации было расстреляно. Выселили в другой район, абсолютно незнакомые места, киргизы, русские, немцы, колонисты. Все жило, все вместе. И люди, которые там с ними жили, все-таки 17-20 лет, до сих пор живут там. Вот эти вот рассказы, как их встретили, они же без ничего туда уехали фактически. С ночлежного места сняли с голыми руками. Кто доехал, как их там принимали. Действительно тепло, горячо принимали, рассказывают старики. Вот. Я думаю, что вот этот факт, он вот в этом вот интернациональном воспитании играет все-таки большой положительный момент. Потому что целый народ, вот это старшее поколение, и вот сейчас молодежь, которая растет, она все это слышит день ото дня. Одно то, что говорят по телевизору, в газетах, другое то, что в семье слышишь с первых рук. Когда человек попадает в трудные условия, вся вот эта вот шелуха, которая наверху, показная, это все уходит. Жизнь заставляет. И все, что у него внутри заложено, плохое или хорошее, является наружу. Если мелкие недостатки, они гасятся более крупными его достоинствами, человек становится действительно человеком. Как это говорится? Простой графит,
под большим давлением из него не есть уголь. И под еще большим давлением алмаз получается. Самое твердое, самое чистое. То же самое. Вот в каждой нации есть высшая духовная элита, выдающиеся писатели, там, деятели культуры и так далее. И с другой стороны есть простой народ. Вот среди этой высшей элиты, с одной стороны, и с другой стороны, среди простого народа, имею в виду и грузинский народ, и армянский народ, и русский народ, я никогда не встречал признаков национализма. Но вот между этими двумя слоями залегает слой какой-то полуинтеллигенции. Вот она почему-то заражена этим микробом национализма. И когда мы вот слышим иногда и в газетах и выступления вот некоторых таких националистов, в последнее время мне вот в Южной Осетии приходилось слышать с грузинской стороны такие. Я говорю совершенно спокойно, это не грузинский народ, это вот какая-то прослойка, которая не дошла и до высших ступеней, и от народа отстала. Родину и родителей никто не выбирает. Если я родился осетином, то я должен гордиться, что я и делаю. Но это же мне не дает права принижать другие нации, говорить, что они хуже. И не дает это мне права кичиться своим происхождением, что я потомок аланов, сарматов. Спроси другого, он тебе тоже расскажет о своем происхождении. Но нельзя возвышаться. И вот я всегда призываю моих земляков к тому, чтобы никогда этого «я» нигде не звучало бы. Это режет, слух мой режет. Но я считаю, что вот эти национальные вопросы нужны тем людям. Личные у них качества, когда не позволяют взять, получить тот или другой пост партийный или государственный, они на весы кидают вот эту национальную принадлежность, спекулируют этими делами, и, в общем-то, оттуда и зараза идет сверху, а не снизу. Это по глубокому моему убеждению. Вопрос этот очень сложный, и надо решать этот вопрос не только декларациями, не только словами, но воспитанием самых-самых младенческих лет, воспитанием правдой, какой бы то правда ни была. Только тогда мы придем к решению этого очень сложного, очень важного вопроса, вопроса отношений народов друг к другу. Не верю тем, чьи никогда глаза печалью не туманятся. Я знаю, плачет и вода пред тем, как льдом она затянется. Река грустит, как мы с тобой, хотя и знает, все изменится. Растает лед, и вновь листвой ольха на берегу оденется. Без грусти лист не упадет, без воли ветка не сломается, без тяжких мук не тает лед, и льдом трава не покрывается. Умение жить и не страдать — благое свойство не любившего заботой согнутую мать и брата своего погибшего. Не станет людям веселей от показного молодечества. Легко любить все человечество, соседа полюбить суметь.